На канале БСТ время подводить итоги недели. Сделаем это вместе. Добрый вечер. Я Альбина Хайруллина. И вот ключевые темы выпуска. Гимн Башкортостана хором в 1000 голосов по всей стране, концерт звезд российской эстрады, красочный фейерверк и Ниагарский водопад в цветах республиканского триколора. Переполняет эмоции и гордость за наш родной Башкортостан. Республика под управлением Хабирова год спустя. Эксперты назвали его радиоактивным. Когда резервуар с отходами лопнул, очередное ЧП на Полиэфе обернулось перекрытием русла реки. Пока вода дойдет, загрязняющие вещества, они просто будут фильтроваться или же будут откладываться по руслу. Ночная ликвидация, строительство дамбы, анализы каждые 15 минут. Кто возместит ущерб природе и можно ли пить воду из-под крана? Химия зерна. Фуражное будут перерабатывать на глютен и крахмал, продовольственное экспортировать в 50 стран мира. Переработка зерна таким образом, чтобы продукт переработки использовался в химической промышленности. Башкортостан завоевал гран-при «Золотой осени». Продукцию презентовали на Красной площади. Ключевые соглашения форума и их экономический эффект в интервью итогам недели. Отопительные каникулы. Намного удобнее и сохраняется наш бюджет в летний период. За горячие трубы жители республики начнут платить только в сезон. Суммы в квитанции возрастут, зато летом графа отопления исчезнет. Плюсы и минусы коммунальной реформы. Вот уж точно был на коне. Думал, займу второе место, но занял первое. Победителем первого турнира Терра Башкирия стал 13-летний жокей. Конкурс то и дело сотрясали скандалы, но все ради справедливости судейства. Ну а начнем выпуск с аварии с пассажирским автобусом в Уфе. На этот момент 4 пострадавших с различными травмами остаются в больнице. Крупное ДТП произошло накануне вечером на пересечении улиц 50 лет СССР и проспекта Октября. После удара с легковым автомобилем маршрутка на скорости влетела в электроопору. По предварительной версии, виновником аварии стал водитель ВАЗовской «девятки». В салоне автобуса на тот момент были пассажиры. За медицинской помощью обратились 10 человек, в том числе ребенок. Половина из них после медосмотра была отпущена домой. Больше всего пострадал 29-летний водитель маршрутки. У него зафиксирована черепно-мозговая травма и рваные раны. На место ДТП накануне выезжал главный госавтоинспектор республики Динар Гильмуддинов. Ведутся следственные действия. Тем временем МЧС республики объявила в регионе штормовое предупреждение. Сегодня и завтра прогнозируется ухудшение погодных условий. Порывы ветра местами будут достигать до 18 метров в секунду. Утром на отдельных участках автодорог дымка, видимость 1 километр. С нынешних плюс 10 градусов температура упадет до 1-5 градусов тепла днем. А в конце недели похолодает до минус 2 градусов в ночное время. Осадки в виде снега либо дождя со снегом прогнозируются ежедневно. Ну и к другим темам. На неделе в Екатерининском зале Кремля Владимир Путин встретился с губернаторами, избранными в ходе региональных выборов 8 сентября. Среди 19 приглашенных и глава Республики Башкортостан Ради Хабиров. Президент России поздравил всех с победой и пожелал оправдать ожидания своих избирателей. Путин отметил, что у каждого из присутствующих в зале достаточно опыта, чтобы эффективно работать. Для достижения успеха важно чутко относиться к жителям регионов, подчеркнул глава государства. Хочу поздравить вас с избранием на высокие должности. Я здесь вижу много знакомых лиц. С кем-то мы давно вместе работаем, кто-то пришел на эти должности впервые. Я бы хотел пожелать вам, чтобы вы не снижали темп своей работы и весь период предстоящий на этой высокой должности работали также с такой же отдачей, как и в период предвыборной кампании. Потому что для того, чтобы выполнить все те обещания, которые прозвучали из ваших уст в отношении граждан на веренных вам теперь территориях, нужно работать напряженно. Тысячи человек спели вживую главную песню, символ Башкортостана. Так отметили День Республики. Флешмоб прошел сразу в нескольких российских городах. 11 октября в парке Ватан в этот день гимн Башкортостана пели как простые зрители, так и именитые артисты. При этом знать слова наизусть было необязательным условием для участия в акции. Текст транслировался на экране.
душа, вот знаете, даже не знаю, как это объяснить, но прямо вот, ну, родное что-то, для себя родное, теплое. Вдохновение, как этот, народ просыпается хорошо, как душа радуется. Идея замечательная, потому что, мне кажется, все башкортостанцы сегодня должны выйти и спеть этот гимн, потому что мы один огромный большой народ, дружный народ. А в Северной Америке в этот день в цвета башкирского флага окрасился Ниагарский водопад. Так Курултай Канады встретил столетие нашей республики. Красочный перформанс стал возможен благодаря основателю организации в стране кленового листа. Фарида Семирханова договорилась с администрацией водопада, а земляки со всей Канады и некоторых штатов Америки приехали посмотреть на зрелище. Ежедневно миллионы туристов встречаются сюда, чтобы увидеть это чудо света. И вот сегодня, в честь столетия Республики Башкортостан, это чудо освещается тремя цветами нашего с вами родного Башкортостана. В Уфе гуляния в честь Дня Республики завершились праздничным концертом и салютом. На сцену парка Ватан вышли известные башкирские исполнители и российская музыкальная группа «Пицца», стремительно набирающая популярность у публики. Вернулся, чтобы остаться. Ровно год назад у руля республики встал Ради Хабиров. Именно ему президент России Владимир Путин доверил возглавить один из крупнейших регионов страны. За это время в Башкортостане произошли изменения, которых люди ждали годами. В режиме ручного управления глава республики расшевелил всех чиновников, а тем, кто не справился с высоким темпом работы, пришлось освободить кресла. Впервые миллиарды рублей направили на ремонт дворов и подъездов, решение кадровых вопросов и в образовании, и в медицине, транспортную реформу и помощь обманутым дольщикам. Азат Садреев знает о том, что еще запомнил жителям республики с того момента, как Ради Хабиров вернулся домой. А этот ролик спустя год работы Хабирова на посту руководителя Башкортостана запостили блогеры. От любимого пса Ланцелота до снижения смертности и роста инвестиций. За минуту и 40 секунд автор клипа попыталась показать как личную жизнь, так и профессиональные достижения Ради Хабирова. Но понятно, что за такой короткий отрезок обо всем не расскажешь, да и в хронометраж сюжета не уместишь. Первыми приход нового главы региона ощутили на себе чиновники. Многие не выдержали заданного темпа, возросшей ответственности и сложили с себя полномочия. Башкирские чиновники – люди с высокой штабной культурой, и ими надо правильно командовать. Хабиров, я так думаю, что взял правильную интонацию и направил туда правильную энергию для того, чтобы мощный башкирский чиновничий аппарат начал работать в интересах жителей республики. Власть наконец-то зашевелилась, да так активно, что даже жители удивились, как за такое короткое время можно было решить многолетние проблемы. В селах и деревнях появилось уличное освещение, на дорогах исчезли ямы и появилась разметка. Из любого райцентра теперь можно безопасно доехать до Уфы и обратно на автобусах официального перевозчика. Медицина тоже получила свою таблетку от нехватки кадров и оборудования. Ну а качественное образование теперь доступно не только городским школьникам. Создание сети детских технопарков «Кванториум». Это и образовательные центры «Точки роста» в сельских школах по районам Башкортостана. И это и вот наш родной республиканский проект, вот сейчас в последнее время очень активно звучит, это создание сети полииндивидуальных школ. Смарт-парки, там, технопарки, высокие технологии, это все прекрасно, нужно и очень востребовано, но люди не поймут, для чего это, когда у них дома холодно, когда детей в школе кормят там неведомой бякой, когда на улице грязно, когда в подъезде какой-то там натуральный свинарник. А этими вопросами тоже нужно заниматься. И Ради Хабиров занимается, раз уж чиновникам на местах не до этого. За просроченные продукты и недовес в школьных столовых персональную ответственность теперь несут главы муниципалитетов. В своих креслах они сидят до первой жалобы. А руководитель республики тем временем в каждой своей рабочей поездке по Башкортостану лично осматривает дворы и подъезды. Журналисты уже привыкли, что иногда Хабиров заглядывает не туда, куда его приглашают главы администрации, а на ходу меняет маршрут и заезжает в самые заброшенные территории. И не всегда разговор с недобросовестными подрядчиками можно поставить в эфир. Разбор полетов зачастую проходит на повышенных тонах, иначе не понимают. После одного из таких визитов с последующими выводами все руководство регоператора, госструктура, отвечающая за распределение денег и отбор подрядчиков, ушло в отставку.
На глазах наша Терра Башкирия, да, превращается из Терра Инкогнита в Терра Лайф, то есть живую. Наконец-то вот сонное ханство наше, да, оно забурлило, задышало, зашевелилось. И республика сейчас дышит. И в этом прямая заслуга Ради Хабиров. И я уверен, что все только начинается. Глава республики для каждого свой. Кто-то видит в нем непосредственного руководителя, кто-то политического оппонента. Для жителей села Хабиров все тот же обычный деревенский парень, которому можно запросто подойти и пожать руку. Своим его считают и спортсмены. Всего за год в Башкортостане прошли несколько международных соревнований. В планах проведения и других чемпионатов мира, под которые возводятся целые стадионы. Все это, безусловно, влияет на имидж региона. Но на таком фоне не остались без внимания и обычные сельские тренеры. Наряду с учителями и врачами они также вправе рассчитывать на подъемные. Благодаря таким проектам, как «Сельский тренер», мы сможем более уверенно шагать. Тренера будут все-таки после высшего образования физкультурного приходить на тренерскую должность. И это основа основ, я считаю. Благодаря ежедневному труду Ради Хабиров за год стал популярным не только в Башкортостане, но и далеко за пределами республики. И секрет этого прост. Глава региона зарегистрирован во всех социальных сетях. У него сотни тысяч подписчиков, что является рекордом среди российских губернаторов. Каждый пост читают более миллиона людей. Там же оставляют свои пожелания, а чаще жалобы и просьбы в решении проблем как личных, так и общественных. И хотя свои страницы Хабиров ведет сам, отвечать на каждый комментарий физически не успевает. Тут приходит на помощь система «Инцидент». Еще одно новшество, к которому жители привыкли довольно быстро. Попасть в поле зрения программы боится каждый чиновник, поэтому властимущие тоже вышли в онлайн, чтобы играть на опережение. Сейчас главы администрации городов и районов появились в социальных сетях. Это тоже удобно жителям общаться с ними. Таким образом, глава администрации держит руку на пульсе, понимает, что тревожит людей, и наверняка уже не могут отвертеться от того, чтобы решить эти проблемы. И, конечно же, сам Хабиров тоже тысячи раз упоминался в соцсетях жителей республики. В селфи глава Башкортостана не отказывает никому, особенно детям, по-отечески приобнимая каждого для лучшего кадра. Находка его считают и художники. Сам Ради Харитович, он же напоминает по своему поведению танк. Да? Вот говорят же, танку безразлично, что у него под колесами. Поэтому, наверное, танк нарисовал. Я же, когда начинал рисовать, я не думал, чем все это закончится. Поводов для карикатуры у художника будет еще достаточно, ведь сама история Ради Хабирова на посту главы Башкортостана только началась. И даже автор вирусного ролика, гуляющего по социальным сетям, считает, что впереди у самого известного чиновника-блогера как минимум 2 пятилетки на ответственном посту. Азат Садреев, Ильнур Юмагулов. Итоги недели. Последствия устранены, ущерба экологии нет. На месте схода сточных вод в Благовещенском районе завершены работы по возведению временной дамбы. Кроме того, русло Камышлы перекрыли, дабы не допустить попадания нечистот в устье реки Узяк. В среду вечером на предприятии ПЛФ обрушилась стена одного из резервуаров. Неочищенные стоки химического предприятия хлынули на близлежащую территорию. Особое опасение вызывала питьевая вода. Тем же вечером Ради Хабиров заявил о созыве экстренного совещания со всем топ-менеджментом компании. Ее обязали покрыть весь нанесенный ущерб. Так можно ли пить воду из-под крана, знает Азат Самирханов. Вереница КАМАЗов с песком и глиной растянулась почти на километр. 90 самосвалов, тракторов, погрузчиков приехали из Уфы на место строительства дамбы. Через такую преграду химические стоки не пройдут, посчитали сотрудники оперативных служб, и были правы. Дамбу возвели в 4-5 километрах от места аварии, то есть завода ПЛФ. Работы по сооружению временной дамбы не прекращались ни на минуту. Ночью здесь работало 13 экскаваторов. Сейчас техники меньше, но мы видим, насколько быстро и оперативно все было сделано. Глубина дамбы будет составлять примерно 5-6 метров. Дамбу построили, дабы исключить даже теоретическую возможность загрязнения реки Изяк, что впадает в Уфимку. Вытекшие массы остались в нескольких километрах от того места, где ручей впадает в речку. По прямой 1,5 километра от места аварии, а по извилистому руслу это получается 4 километра. От этой точки до котлована у нас получается 6 километров, то есть у нас с большим запасом. Тем не менее, пробы воды в устье реки Изяк брали каждые 15 минут. Прибор определял концентрацию растворенного кислорода в воде. Показатели в норме, никаких превышений загрязнения нет. А мы видим 10. Ну, пока держится она вот 10. Это наоборот лучше. Если будет уже меньше 6, то уже
это уже плохо. Каждый час воду отправляют на лабораторные исследования. На Уфа-водоканале ее проверяют по 105 показателям. И качество у специалистов не вызывает никаких сомнений. С питьевой водой абсолютно все в порядке. И подтверждают это утверждение как раз результаты анализов, которые выполняет наша лаборатория Уфимского водоканала. На месте, где соорудили временную дамбу, побывали вице-премьеры правительства Башкортостана Андрей Назаров и Михаил Киреев в сопровождении главы МЧС по республике и представителей других ведомств, входящих в оперативный штаб, ознакомились с ситуацией. Убедились в постоянном мониторинге качества воды, но, пожалуй, лучше лабораторных анализов говорят природные индикаторы. В устье реки Изяк на следующий день после аварии плавали мальки и крупная рыба. Мальки. Я вижу, да. Следственный комитет продолжает проводить проверку по факту ЧП на предприятии ПЛЕФ. Выясняются причины происшествия, а внутренний аудит направлен на исключение подобных случаев в будущем. Этому конкретно сооружению 20 лет. В 2017 году оно проходило обследование, но, видимо, что-то там произошло технического характера при изготовлении. Это один из вариантов. Конечно, они сейчас, кроме этих объяснений, будут проводить полный аудит предприятия. Отмечу, что летом на заводе также были зафиксированы несанкционированные выбросы. Тогда в реке Изяк погибла рыба. Масштабы нынешнего ЧП в разы меньше, попросту несопоставимы, убеждены в Госкомитете по чрезвычайным ситуациям. Мы обследовали устье, не устье, а реку Узяк. Боялись повторения летней истории. Дохлой рыбы нет, замора рыбы нет. Все там, в общем-то, нормально. Поэтому можно сказать, что ситуация на данный момент, она благоприятная. Власти республики продолжают мониторинг ситуации. Строительство дамбы уже завершено, а русло реки Казмышла планируют перекрыть для сбора промышленных стоков. Параллельно ведется работа с представителями завода ПЛЕФ. Сразу после аварии Ради Хабиров поручил создать рабочую группу по мониторингу ситуации. И оперативный штаб постоянно докладывал обстановку по устранению разлива нечистот. Надо принять какие-то меры, чтобы этого не повторялось. И по модернизации производства, по усилению, соответственно, контроля и так далее. Я полагаю, вы это сделаете, с нами поделитесь этой информацией, и мы готовы тоже в этом участвовать. Мы нацелены на не только полную ревизию резервуарного парка, но и полноценное формирование плана замены. Я думаю, что внутри этого квартала, то есть последнего квартала текущего года, уже будем иметь четкий план по тому, чтобы сделать работу ПЛЕФа действительно безопасно. Председатель правления компании «Сибур» извинился перед главой региона и жителями Башкортостана за аварию на ПЛЕФе и обещал полностью компенсировать нанесенный ущерб. Глава республики потребовал в короткие сроки решить вопрос с рекультивацией почвы и принять все меры, чтобы в дальнейшем не допустить подобных аварий. Азат Смирханов, Булацадрей, Владимир Шевчук и Руслан Батыргареев. Итоги недели. Уже в этом месяце жители республики получат новые платежки за отопление. Суммы в квитанциях вырастут, но платить станут только за фактическое потребление тепловой энергии в течение 8 месяцев, а не как прежде, когда сумма раскидывалась на весь год. И даже летом люди отдавали деньги за холодные батареи. Новая система расчетов уже 2 года действует в 4 пилотных районах республики. Удастся ли сэкономить, знает Артур Шамсудинов. Из общей папки платежек за коммуналку Ильгиз Нурдинов достает квитанции, которые раньше вызывали больше всего вопросов, а именно строка за отопление. Даже летом мужчина был вынужден платить за холодные батареи. Но вот уже как 2 года эта статья расходов ведется по новой системе. За тепло жильцы платят только по факту в течение 8 месяцев отопительного сезона. Душевное недовольство со стороны и по карману был небольшой ущерб. А сейчас, когда перешли к тому, что летом мы не оплачиваем отопление, нам намного удобнее и сохраняется наш бюджет в летний период. Раньше сумма за отопление была фиксированная на протяжении всего года. Теперь каждый раз меняется. Начисления идут ежемесячно, исходя из показаний общедомовых счетчиков. Если же приборов учета нет, то расчет осуществляется по нормативам. Альбина Фазлыева в среднем за месяц в отопительный сезон выкладывает около 5000. Сумма не маленькая, но тут сказывается и площадь квартиры, больше 70 квадратных метров, и то, что в доме не установлены счетчики. Они помогли бы снизить расходы процентов на 30, а то и больше. Ну и квадратура, конечно, большая, из-за этого тоже квартплат. Отопление, наверное, большое. Отапливать нормально? Ой, жарко. Даже у нас окна всегда открыты.
На новую систему оплаты Илишевский район перешел с 1 октября 2017 года. К эксперименту присоединились также Кегинский, Давлекановский и Бакалинский районы. С одной стороны, люди видят, за что платят. С другой, котельным стало проще рассчитываться за энергоресурсы. Дает нам возможность своевременной оплаты за поставленные энергоресурсы газовикам и энергетикам. А раньше как, по-другому было? Ну, раньше мы и в летние месяцы собирали платежи, и в летние месяцы рассчитывались с поставщиками. Опыт по внедрению новой системы в пилотных районах признали успешным, а потому с нынешнего отопительного сезона он распространится на всю республику. Уже в этом месяце жители получат новые платежки. А вот хозяев частных домов, а также квартир, в которых установлена автономная система отопления, которые не пользуются услугами централизованной котельной, новшества не коснутся. Они, как и прежде, будут платить по показаниям индивидуальных счетчиков в любое время года. По новым правилам жильцы будут вынуждены отдавать больше денег в отопительный сезон, однако в летний период за тепло уже платить не нужно. В Министерстве ЖКХ говорят, что в среднем размер тарифа сохранится на прежнем уровне. Артур Шамсудинов, Наиль Гайнуллин и Роман Жигунов. Итоги недели. Дмитрию Медведеву презентовали крупный инвестиционный проект по глубокой переработке зерна в Башкортостане. Построить завод планируется близ Стерлитамака. Я знаю, у вас очень большая территория, много фабрик. Я, кстати, впервые посетил ФАП в прошлом году, в 6-м, наверное. Встреча Ради Хабирова с премьер-министром правительства России состоялась на агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве. В этом году в республике собрано 3 миллиона 200 тысяч тонн зерна. Это больше, чем в прошлом аграрном сезоне. Переработка касается фуражного зерна. Из него будут получать глютен, глицерин, крахмал и биоэтанол. То есть то, что раньше шло на свалку, будет приносить деньги. При этом неплохие суммы. Доложил Дмитрий Анатольевич о том, что вот мы уже себя обеспечили продуктами, и нам нужна переработка, первая глубокая переработка. Я ему доложил о том проекте, который мы сейчас разрабатываем и готовимся к инвестиционному обоснованию. Это проект глубокой переработки зерна, то есть это переработка зерна таким образом, чтобы продукт переработки использовался в химической промышленности. А у нас химическая промышленность, как вы знаете, в республике довольно хорошо развита. В приоритете также наращивание экспорта. Так, на площадке форума было подписано соглашение между правительством региона и Объединенной зерновой компанией. На следующей неделе баржа, способная загрузить 3000 тонн зерна для отправки в Иран, зайдет в порт Агидели. А в ближайшей перспективе ожидается строительство крупных распределительных узлов. Продукция Башкортостана впервые была выставлена и на Красной площади. Шале с республиканскими товарами расположились в аккурат под башней с курантами. На прилавках мед, продукция пчеловодства, мясо птицы. У стен Кремля была построена целая агродеревня, превратившая брусчатку в поля и рощи. Соглашение, достигнутое с агросервисом, касается цифровизации АПК и упрощения схемы кредитования. Сегодня банк ни один вам не даст кредит под ваше животное, потому что оно не зарегистрировано. В нашем случае зарегистрировано, подтверждено благополучие объекта, благополучие самого животного. Соответственно, это становится предметом залога. То есть сегодня ЛПХ способны будут свою корову, грубо говоря, заложить и получить под это кредит. Впрочем, более детально об этих и других соглашениях и об их экономическом эффекте для сельского хозяйства региона на полях форума мы поговорили с вице-премьером правительства Башкортостана, курирующим блок АПК Ильшатом Фазрахмановым. Интервью итогов недели. Ильшат Ильдусович, ну вас практически разрывают. Сложно вас даже поймать на интервью. Настолько насыщенная программа у Башкортостана на золотой осени, настолько мы востребованы. Но у нас всего 3 дня работы, поэтому это целенаправленно огромное количество специалистов, собственников, директоров находится именно сегодня здесь. И нам необходимо уделить и встретиться со всеми. Вот сегодня только подписали несколько соглашений. Это с компанией Рекагро, это по цифровизации республики, это с нашими, ну не соседи уж, а Якутии, которые мы идем в гонке по количеству лошадей. Сегодня подписали также с Петербургским тракторным заводом и договорились, что именно в Башкирии будет огромный склад мощнейших запчастей, который будет работать на 5 регионов. Для нас какой плюс? У нас будут полугодовые запасы запчастей именно на трактора серии на кировцы. Ну а когда мы увидим этот самый проект, когда будет склад уже загруженный запчастями? С начала следующего года Петербургский тракторный завод нам дает 5% на любые виды техники, а также 5% скидки на любые виды новой техники. И также со следующего года этот склад запчастей мы запускаем на базе нашего госпредприятия «Башкирхозтехника».
Мы теперь будем сотрудничать с крупнейшим трейдером зернового рынка. Об этом гласит документ, который вы подписали накануне с Объединенной зерновой компанией. Вот чем они нам будут полезны, в чем они протянут руку помощи? Мы последний третий год, Россия находится, я бы сказал, в кризисе перепроизводства основных видов сельхозпродукции. Это новые экономические условия, к которым мы не были готовы. У нас всегда продукции не хватало, а вот третий год у нас продукции больше. Больше сахара, на 1 миллион тонн лишнего, где-то на 40 миллионов тонн лишнего в России зерна. Поэтому, а мы еще хотим увеличить количество валовой продукции, ну, допустим, тех же зерновых. Вот сегодня 3 миллиона 200, к 2025 году должно быть там 400-4200, это 1 миллион тонн. Но эти 1 миллион тонн мы не потребляем. Мы потребляем внутри республики только 2 миллиона 200 тысяч тонн. У нас уже 1 миллион тонн необходимо вывести за пределы республики. Иначе заработать? Ну, конечно, и заработать. А если мы продаем ее за рубеж, то мы в республику везем валюту. Поэтому Объединенная зерновая компания нам будет помогать формировать крупные партии и уже вывозить за пределы Российской Федерации. Но вы отметили, что количество партнеров и импортеров башкирского зерна вырастет больше, чем втрое, да? Ну, конечно. Для того, чтобы продавать, нам нужны партнеры. Мы не можем сами, допустим, небольшое хозяйство, которое имеет там 3000 гектар, 5000 гектар, ну даже 10-15 тысяч, он не может самостоятельно, условно говоря, довести до Новороссийского порта свое зерно. И нет в этом необходимости. Поэтому должны быть трейдеры, которые формируют крупные партии, у которых есть, может быть, уже свой подвижной состав, как автомобильный, так и железнодорожный, и проще будет работать. На какие рынки ориентируемся? Где нужно еще, где земля обетованная, неизведанная, не охваченная нами? Да, мы видим, конечно же, самые ближайшие, понятно для нас рынки, это все страны СНГ. Значит, мы видим хорошие рынки, это Иран, Ирак, Ливия, Сирия. Это тоже, значит, не отработано. Ну и мы видим Африку. Накануне стенд Башкортостана посетил премьер-министр страны Дмитрий Медведев. И Ради Хабиров ему презентовал крупный инвестиционный проект в сфере переработки. Переработки, опять-таки, зерна. Только на моей памяти говорим об этом уже много лет, но особо ничего не делается. И здесь я услышала, что площадка определена, появилась геолокация, Стерлитамакский район, уже готовится финансовое обоснование. Чего ждем еще и долго ли ждать? Да, про глубокую переработку зерна уже последние лет 10 говорят. Это уже 6-й подход. Это создавали предприятия, банкротили. Проблема глубокой переработки зерна – это продажа той продукции, которая будет производиться. У нас проблем нету с сырьем, то есть это фураж, это низкокачественное зерно, которое перерабатывается. У нас проблем нету с инфраструктурой, у нас проблем нету с финансированием, у нас есть проблема с продажей той продукции, которая может получиться. Допустим, вот именно в этой цепочке у нас хорошо садится нефтяная и химическая промышленность республики. Если, допустим, наша химическая компания будет покупать глицерин, да, тогда у нас, получается, производство будет рентабельным. Или биоэтанол. А глютен, крахмал, он как бы востребован. Вот именно ассортимент продукции, который должен быть произведен. И если мы ее сможем законтрактовать, только тогда, значит, наше предприятие может появиться. Понимание есть, делаем концепцию, бизнес-план, и, я думаю, готовимся к соглашению. Спасибо большое за интервью и удачной вам работы. Спасибо большое. Дорога домой длиной почти 80 лет. Еще один герой войны, Ефим Никулин, смог вернуться к своим близким в родную деревню. Правда, из 6 детей, которые провожали его на фронт, дождалась только единственная дочь. В Пелевеевском районе простились с красноармейцем. Его останки обнаружили поисковики в Ленинградской области. Все эти годы близкие думали, что их герой покоится в братской могиле. Но все оказалось иначе. Похороны состоялись лишь накануне. Подробности у Анастасии Ильчебаевой. В ходе боев за город Ленинград погиб 30 октября 1941 года. Спустя 78 лет рядовой Ефим Никулин вернулся на родную землю. Провожая в 41-м на войну, его ждали обратно живым жена и 6 детей. А сейчас уже останки, найденные поисковиками, встречает лишь младшая дочь. Долгие годы она пыталась отыскать захоронение отца. На многочисленные запросы в конце концов пришел ответ, мол, покоится в деревне Бор Ленинградской области, в братской могиле. Но на памятнике его фамилии нет. И решили внести фамилию. Нам даже по интернету сказали, что внесли его фамилию. А практически его там и не было. 16 числа октября их практически третья часть до 30-го погибла. Третья часть дивизии.
У них винтовки были, а у немцев строчили, говорит, как надо. На 20 выстрелов даже одна винтовка не отвечала выстрелам. Вот как они держались до последнего. Зари. Зай. Огонь. В начале октября в Ленинградской области поисковики обнаружили в болоте тела 2 красноармейцев. У одного из них был найден медальон с запиской. Уроженец Башкирской ССР, супруга Никулина Матрена Алексеевна. В своем последнем бою поднялся в атаку, был смертельно ранен и пролежал, получается, погиб на нейтральной полосе. Вот он опять-таки воевал в 311-й стрелковой дивизии, защищали Ленинград. И как раз самое именно такое время, когда все решалась судьба Ленинграда. Пойдет он, не пойдет. То есть в своей жизни он действительно защищал этот город. Незадолго до ухода на войну он построил землянку, где и поселилась семья. Через год собирался возвести дом. Оказалось, не суждено. Валентине Ефимовне не было и 3 лет, когда отца проводили на фронт. Она не помнит, как он брал ее на руки, как помогал маме по дому, как не мог сидеть без дела. Все это в ее памяти сохранилось рассказами матери. Она шла за ним, как за каменной горой. Она, говорит, идет с работы на обед, несет поленочку дров, воткнет, туда топор вобьет, на плечо идет. Увидит, я с водой иду с родника. Он бросит это полено, бежит навстречу, ведра возьмет и домой принесет. Он говорит, вот настолько был человечный человек. Ну, сожралась эта война проклятая. Теперь от отца у нее остались эти рассказы и медальон с запиской, заполненный его почерком. Благодаря ему всего за пару дней поисковикам и удалось выйти на родственников. Первой об этом узнала внучка солдата. Привет или какой-то такой с прошлого тебе, получается, отзвук, про который вроде бы мы как в душе. Дедушку уже и похоронили, все такое. Знаем, что он лежит где-то под Питером, уже вроде как, что он нашелся. Это для нас, конечно, очень волнительно. И мы очень рады, что он вернулся на свою родную землю. Здесь, где похоронена его жена, получается, и сын, еще сын. И будет рядом вместе со своими близкими. Проститься с героем пришла вся деревня. Война не окончена, пока не похоронен последний солдат, любят говорить поисковики. Для Ефима Никулина она завершилась в октябре 41-го, а вот дорога домой заняла почти 80 лет. И несмотря на время, на глаза все так же наворачиваются слезы. Спасибо тебе. Вечную память, вечная память. Анастасия Чебаева, Блац Андреев, Александр Демидов. Новости. Белебеевский район. А теперь о других не менее значимых событиях, без которых картина недели была бы неполной. Новости короткой строкой от Екатерины Тимиряевой. Это кадры с камер видеонаблюдения Ишимбайской районной больницы. Пациент снимает обувь, а затем с размаху бьет по двери одного из кабинетов приемного покоя. Как пояснил затем мужчина, причиной гнева стал отказ медиков в перевязке. Те, в свою очередь, объяснили, процедура плановая и должна была проводиться в поликлинике, а не в приемном покое, где в это время оказывали помощь ребенку с черепно-мозговой травмой. Как пояснили в МВД Башкортостана, сейчас поступили встречные заявления, проводится проверка. Также расследует инцидент и региональный Минздрав. Впервые в Башкортостане прооперировали 6-летнего ребенка с редким заболеванием сердца – аномалией Эпштейна. Жизнь мальчика постоянно была под угрозой. Самостоятельно он даже не мог подняться пешком на 2-й этаж. Сердце испытывало сильнейшие нагрузки. 4-часовая операция успешно прошла в республиканском кардиодиспансере. На время хирургического вмешательства функцию жизненно важного органа замещал искусственный аппарат. Как надеются врачи, сложности останутся позади, а установленный в сердце клапан прослужит малышу всю жизнь. Учиться на 5 – это постоянно испытывать стресс. Такое мнение на встрече с одаренными школьниками высказал глава Башкортостана Ради Хабиров. Он признался, что прекрасно понимает цену красного диплома и поделился воспоминаниями о своем студенчестве. Знаете, такая есть поговорка: лучше иметь синий диплом и красное лицо, чем красный диплом и синее лицо. Я всегда к этому относился так неприятно, потому что я цену красного диплома сам хорошо понимаю. Я учился на красный диплом, и учился я в период 84 по 89 год. Это период еще Советского Союза, и учителями у меня, многим моим преподавателям были просто фронтовики. И обойти фронтовика было невозможно.
Также Ради Хабиров рассказал об одном из своих бывших руководителей в Кремле, Владиславе Суркове, назвав его очень строгим и вспомнив случай на одном из совещаний. Ради Хабиров отвлекся и тут же услышал: «Прекращайте видеть сны о Башкортостане». Глава региона также назвал книгу, которую любит он сам и его супруга. Это «Мастер Маргарита» Михаила Булгакова. Престижную награду «Золотой микрофон» на этой неделе вручили радиостанции «Спутник ФМ». Я уже знаю, тем приятнее объявить победителя. Акция «27 миллионов шагов за победу». «Спутник ФМ». Лауреатов национальной премии «Радиомания» назвали в Москве. В этом году на конкурс поступило 183 заявки из 41 субъекта страны. Самую престижную награду в сфере радиовещания получила ведущая Лиля Шакирова. Ее авторский проект «27 миллионов шагов» победил в номинации «Продвижение радиостанции. Внеэфирный проект». Напомним, в рамках патриотической акции, запущенной «Спутник ФМ», радиослушатели из разных регионов и стран сделали более 27 миллионов шагов навстречу победе, празднику 9 мая. Еще одну престижную награду, премию имени Шагита Худайбердина, получил наш коллега, редактор новостей башкирского спутникового телевидения Рафик Ахмедшин. Он среди 4 авторов, чьи работы признаны лучшими. Их наградили в правительстве Башкортостана. В Москве в Малом академическом театре прошел торжественный вечер в честь столетия народного поэта Республики Башкортостан Мустая Карима. Главным событием стала премьера документального фильма «Мустай». Кинолента, которая длится около часа, стала коротким путешествием в длинную историю жизни народного поэта. Его стихи и проза, его воспоминания звучат устами Владимира Спивакова, Чулпан Хаматова, Сергея Безрукова. Авторы фильма считают, что мудрое слово народного поэта не имеет границ в пространстве и во времени. В любой момент, добрый или грустный, в радостный или в печальный, мы черпаем мудрость Мустая, потому что ему скоро исполнится 100 лет, а жизнь поэта с таких цифр только начинается. Мустафа Сафич на войне, Мустай Карим с семьей, на трибуне партийных съездов, в кабинете, за столом, в родном Кляшево и с друзьями-писателями. О личных встречах с ним вспоминает Иосиф Кобзон и Андрей Дементьев. Никита Михалков рассказывает о дружбе отца и Мустая Карима. И монологами, словно штрихами, создается портрет поэта. Фильм создан кинокомпанией «Мастерская», одним из лидеров производства документального и научно-популярного кино в России. Мы всегда стараемся делать так, чтобы не было оценок закадровых. Это вы увидите в фильме, это люди, которые его знали, которые с ним дружили, которые с ним долгое время общались. И это такой образ, причем, что самое интересное, это образ, который совпадает в оценках со всех сторон. В рамках чемпионата КХЛ Салават Юлаев на выезде сыграл с финским Йокеритом. В первом периоде счет открыл Александр Кадейкин. После перерыва сначала Микко Лехтонен восстановил статус-кво, а затем Брайан О'Нил вывел хозяев вперед. Однако вскоре Петр Хохряков сделал цифры на табло равными. В третьем игровом отрезке зрители шайб не увидели, а в серии буллитов точным броском 2 очка своей команде принес Микко Лехтонен. Теперь коллектив Николая Цулыгина сыграет 15 октября в Подольске против местного Витязя. Начало трансляции на БСТ в 21:20. 13-летний жокей из Кугарчинского района выиграл первый турнир «Терра Башкирия». Конно-спортивные соревнования завершились накануне в столице Башкортостана. Также на ипподроме Акбузат прошел чемпионат молодых наездников России. Им тоже доставались лошади по жребию. Александр Усманов расскажет подробности. Вот обратите внимание, повтор. Ой-ой-ой, да, там встал на дыбы просто лошадь, и действительно здесь еще легко отделался, да, в данной ситуации наездник. Гамлет встал в позу уже в первом заезде. Жеребец свечой встал, опрокинув коляску прямо на Владислава Сосунова. Первый старт молодых заездников России пришлось отложить. Но несмотря на непростой заезд, Владислав Сосунов из Татарстана сумел побороться за медали. И по итогам 2 заездов занял 3-е место. А вот лучшее время показал Владислав Зырянов из Башкортостана.
Ну, соперники, да, они тоже нет опытные, ездили. С Москвы вот приехала девушка, тоже много стартов, хорошие победы. Дорожка тяжелая была из-за дождя, слякоть, лошади сложноватые были, но пришлось разобраться. Денис Курбанаев просто уничтожает соперника во второй скачке. Денис Курбанаев на Буляке. Самый юный участник турнира «Терра Башкирия» Денис Курбанаев обошел опытных соперников. Сначала ему не было равных среди жокеев родного Кугарчинского района, затем он обскакал всех участников 10-го отборочного этапа, а потом показал лучшее время в финале, где сошлись победители 12 этапов. Я тренировался специально для этого. Папа меня тренировал. Расскажи, вообще сложно было сегодня выиграть? Ну, не так уж сложно, но думал, займу второе место, но занял первое. Спасибо папе, маме. И хочу передать всем привет, кто смотрит меня и поддерживал меня. Турнир «Терра Башкирия» впервые организован в подобном формате. Все 54 района приняли участие в отборочных соревнованиях. Сначала на каждом этапе на ипподроме Акбузат выясняли сильнейших своего района. Потом победители и серебряный призер проходили в финал. Причем лошади доставались по жребию. Показавший лучшее время проходил в сегодняшний финал. Сначала не все было гладко, однако сейчас эксперты признают его успешным. Вот здесь сочетание и поддержка главы республики, и развитие данного проекта от муниципальных образований. В чем основа здесь? Здесь основа в том, что он идет от муниципальных образований. Раз идет от муниципальных образований, значит он идет от земли. От тех людей, которые находятся на земле, которые общаются с лошадьми. И это та основа, на основе которой развивается все конное дело не только России, а всех стран мира. У нас есть четкая уверенность, что турнир будет продолжаться в 2020 году и так далее. Что хочется заметить, что за этот период пришло к нам на Акбузат порядка 50 тысяч человек. Это огромная аудитория, в принципе, целевая аудитория. Мы сегодня видим, что молодые ребята заняли призовые места, стали победителями, получили денежные призы. Это немаловажная мотивационная составляющая для дальнейшего развития этого турнира. Поэтому все очень хорошо, все здорово. Мы надеемся, что то, что мы сильно старались, все у нас получилось, цели, которые были поставлены перед нами, они достигнуты. Это был первый конно-спортивный турнир подобного формата. Велика вероятность, что «Терра Башкирия» повторится в следующем году. Причем соревнования начнутся уже в феврале. Александр Усманов, Шамиль Каримов. Итоги недели. ФА. А далее в эфире телеканала БСТ программа «Республика Лайв дома» по итогам рабочей поездки главы Башкортостана Ради Хабирова и глав муниципалитетов в Уфимский парк Первомайский и сквер Дубки, больше известный в народе как фонтан Журавли. А еще именно из Республики Лайв мы узнаем, что снилось Ради Хабирову накануне Дня Республики. Будет интересно, не пропустите. Ну а мы встретимся с вами в следующее воскресенье. Будем вместе подводить итоги недели. До свидания.